История не знает более масштабного, ожесточенного и разрушительного противоборства, чем борьба с фашистскими агрессорами. В Великой Отечественной войне решала судьба не только наших соотечественников, но и других народов и стран, да и всего человечества. Поэтому вечен и свят подвиг наших соотечественников, одолевших фашизм и одержавших победу. Порой мы даже не задумываемся, какой ценой нам досталось мирное небо над головой, и как тяжело было солдатам покинуть родной дом и уйти на фронт. Не знаю, суждено ли им судьбой вернуться к родным живыми и невредимыми. Я вам скажу такое, что всю эту войну боязни у меня не было. Боязнь, я потерял этот... Седовласый мужчина в парадном кителе с огромным количеством орденов и медалей. Подумай только, сколько страшных событий за плечами ветерана, сколько фронтовых дорог пройдено, сколько трагедий пережито, а он не сломался. Был приказ не останавливаться, вперед, вперед, вперед. И вот мы двигались вперед, вперед. И в эту черноту мы вписались. Мой часовой успокоился, тем более часто я помню, я угостил это американское, что-то было сладкое. Он: какой сладкий, какой сладкий, ой, какой сладкий. Молодой парень был. И вдруг, значит, мы врезались в эту бомбежку. Такая сильнейшая бомбежка. Очень редко я видел. Темно было все. Алаудин Шадиев родился в селе Базоркино пригородного района. Его семья пользовалась уважением среди односельчан. Отец Бапан Бунахоевич был священнослужителем медресе села Кантышево. К нему приходили за советами и помощью. Мама Дзуго Биоботовна Кадзоева росла в почитаемой семье. В своем доме они сохранили нравственные устои горской семьи. Детям, а в семье росли 5 сыновей и 3 дочери, они дали достойное воспитание. После 7-летки Алаудин поступил в индустриальный техникум в Орджоникидзе. В то же время увлекся парашютным спортом. За 10 месяцев до начала Великой Отечественной войны осенью 1940 года он был призван в ряды красноармейцев. Курс молодого бойца был суровым, обучение чаще всего шло в полевых условиях. По 14 часов в день предчувствие войны буквально витало в воздухе. Подъем, я сразу, значит, поднимаюсь, слышу, там объявляют, что началась война, что немец пошел с войной к нам. Сводки с фронта были неутешительными. Фашисты вклинивались все дальше вглубь России. Первые часы на фронте Шадиев провел в разведке, куда вызвался сам. День, ночь, на ногах, на бегах. Отдельных направляли на крышу. Трехэтажный дом. Что осколки летят, вот это вот от них скрываться было опасно было. Гитлеровцам пришлось буквально прогрызать советскую оборону ценой огромных потерь, продвигаясь на восток в среднем по 3-4 километра в сутки. А ведь удерживали оборону наши соединения, которые уже понесли значительные потери в предшествовавших боях на Киевщине и Полтавщине и в 3-4 раза уступали доукомплектованным дивизиям противника в живой силе, вооружении и технике. Однако советские воины не только упорно отстаивали свои позиции, отражая многочисленные атаки фашистов, но и не раз наносили врагу ощутимые контрудары. Гори и кружится планета над нашей родиною дым, и значит, нам нужна одна победа. Одна на всех мы за ценой не постоим. Одна на всех мы за ценой не постоим.
1 июля 1942 года Алаудин по распределению был направлен в пограничный округ Ташкента. Но наш герой тут не задержался, отсюда пограничника снова переправляют. На этот раз в Сталинград, где формировался отдельно кавалерийский пограничный полк. Он был сформирован в считанные недели за счет пограничников с южных границ. Подобные части были созданы в Алмате, Ашхабаде и Мары. Вскоре Алаудина Бапиновича в срочном порядке отправили в Закавказье, где обстановка была очень напряженной. Вскоре рота Алаудина перешла в подчинение 16-й бригады НКВД. Она участвовала в защите перевалов. Через несколько месяцев, в начале весны 1943 года, Алаудина в составе 44-го полка перекинули под Воронеж. Город освободили, однако в его окрестностях действовали диверсионные группы противника. Пограничникам был дан приказ найти и обезвредить шпионов, и они справились с задачей. Затем Алаудин устраивается работать старшим инспектором по борьбе с детской беспризорностью. На соломе лежат, тряпье лежат, на них дети лежат. Как кормить, что? То, что говорит, мы достанем, говорит, этим и кормим. Я говорю, говорит, это же, они же у вас, а детям подходишь, руки протягивает, какие-то синенькие такие руки, беленькие, синенькие. Я говорю, как кормите, что делаете? Да умирает, говорит, но больше подносит, говорит, переносит детей, без матерей приносит. Ад, просто ад. Меня это так тронуло, что я не в своем был. Вот такая картина. Говорит Москва, во знаменование победоносного завершения Великой Отечественной войны советского народа установить, что 9 мая является днем всенародного торжества, праздником Победы! Раз ты ингуш, мусульманин, будь мусульманином до конца. Но то, что государству, полностью отдавайся государству, что по требованию, что необходимо. А это необходимость отдавать, и ты будешь иметь только, если хорошо будешь учиться. Чем страшнее, тем я чувствую себя спокойнее, а вот мелочи беспокоит. Эта фраза явно не имела никакого отношения к мировоззрению обыкновенного военного. Это сказал человек, обладающий огромным богатством, мудростью жизни, пониманием того, что действительно ценно. Иногда кажется, что это совершенно невозможно – быть таким в меру рассудительным и удивительно честным, и не только перед окружающими, но и, что особенно важно, перед самим собой. Вы о войне часто вспоминаете сейчас? О войне я, да, при необходимости обязательно вспоминаю и своим детям поминаю. Но вот подрастающим ваш вопрос очень уместный. Им надо всегда быть готовыми, прежде всего патриотами своей республики, своего государства. Патриотами надо быть. И патриотом, полным, хорошим патриотом будешь, если ты хорошо подготовленный, если ты будешь грамотный, телом здоровым и честным. Алаудин Шадиев сохраняет силу духа и память о военном времени. На его долю выпали тяжелые годы, но он выстоял и выжил. Это человек удивительной силы воли и твердости характера, человек, история жизни которого достойна непомерного уважения и восхищения.